Сегодня духовенство Абхазии, как и вы, дорогие мои, народ Абхазии, оспаривает право грузинской православной церкви на каноническую юрисдикцию на территории Абхазии. Мы оспариваем это право. Одно дело, когда мы говорим о возрождении церкви, но сегодня проблема стоит в оспаривании этих границ. Это первый момент, который мы должны учитывать. Значит, относительно того, как Константинопольская патриархия признавала патриаршие статусы других поместных православных церквей. Вот, например, Румынская церковь в 1865 году она провозгласила автокефалию, а Вселенская патриархия в 1885 году даровала ей эту автокефалию с патриаршим статусом уже в 20 веке. То же самое Болгарская церковь самостоятельно провозгласила в 1872 году, а в 1953 только году получила признание от Вселенской патриархии, а в 1954 году патриарший статус. Чешская православная церковь получила в 1951 году автокефалию от Русской православной церкви, но в 1998 году получила патриарший томос об автокефалии от Константинопольской православной церкви. То же самое Польская православная церковь с 1924 года от Константинопольской православной церкви. И еще один феноменальный пример – это Албанская церковь. Албанская церковь получила признание в 1937 году, но из-за безбожного режима эта церковь была полностью уничтожена. И в 1991 году Вселенская патриархия, как первая по своему статусу среди православных церквей, восстановила независимость этой церкви. Что для этого было сделано? Сначала туда были посланы иерархи, 4 епископа и 1 архиепископ, возглавляющий эту церковь, они все были греки. Но за эти 20 с лишним лет они подготовили духовенство из албанского народа и рукоположили их во епископы. И сегодня эта церковь существует самостоятельно, признанная всеми остальными православными церквами. Как это касается нашей ситуации? У нас, к сожалению, в Абхазии нету никакого епископата. Для того, чтобы мы, провозгласив свою независимость, были потом признанными другими церквами поместными. То есть, как было правильно сказано предыдущими докладчиками, у нас вообще нет никакого церковного института, который оформляется через епископское служение. У нас нет епископов. Поэтому грядущее собрание православного народа Абхазии должно, по нашему мнению, обратиться, учитывая и мнение духовенства Абхазии, обратиться к Вселенской патриархии, как первой среди православных церквей, с просьбой от имени народа Абхазии о восстановлении церковного института в Абхазии, при этом оспаривая каноническую юрисдикцию грузинской церкви. Второе, обратиться к иным автокефальным православным церквам с просьбой помочь процессу восстановления независимой церкви Абхазии. И как мы помним, на церковно-народном собрании глубоко уважаемый отец архимандрит Дорофей Дбар сказал: речь идет о поэтапном восстановлении независимой церкви Абхазии. Теперь следующий интересный момент. Мы не только этническая церковь, абхазская православная церковь. Мы церковь этого государства, этой страны. А в этом государстве, как уже много раз подчеркивалось, многонациональное население. Мы не можем только лишь указывать, что мы абхазская православная церковь. Мы православная церковь Абхазии, которая объединяет в себе всех православных христиан, проживающих в этой стране. Мы не можем допустить, чтобы юрисдикция какой-то другой поместной православной национальной церкви была здесь. Мы одна церковь этого государства. И если наше духовенство, которое сегодня, к сожалению, глубокому нашему сожалению, так сказать, одна из частей нашего духовенства проигнорировала присутствие на этом круглом столе, если бы они все вместе с нами доказывали бы вот эту точку зрения, с нами бы, конечно, все считались. И не было бы никаких нюансов, которые сегодня у нас возникают. Хотел бы также подчеркнуть, что
из-за личных, так скажем, взглядов некоторых представителей духовенства вопрос церковный Абхазии слишком политизирован. И ваше участие, уважаемого общества, находится в том, чтобы деполитизировать этот вопрос. Мы не можем допускать, чтобы вопросы взаимоотношений Великой России и Абхазии уходили также во взаимоотношения или в некоторые нюансы отношений духовенства внутри Абхазии. Это со стороны духовной это грех, а со стороны светской это большая ошибка. Поэтому задача общества в деполитизации этого вопроса. Что касается отношения Русской Православной Церкви, личное участие почившего святейшего патриарха Алексея II, оно было очевидно в помощи православным христианам Абхазии. Да, это факт никоим образом не оспариваемый. Мы все получили высшее богословское образование в учебных заведениях Русской Православной Церкви. И мы благодарны нашим профессорам и нашей иерархии, которая воспитывала нас в богословском отношении, в лоне Русской Православной Церкви. И хочу напомнить, что в 2008 году, когда Грузия вероломно напала на Южную Осетию и готовилась то же самое повторить в Абхазии, святейший патриарх Алексей высказал прямо, назвав грузинскую агрессию безбожным актом. И этого мы не должны забывать, несомненно. Однако же сегодняшняя позиция некоторых иерархов Русской Православной Церкви, она вызывает удивление. И на основании этого также вызывает наше недоверие к тому, что вопрос между Грузией и Абхазией в церковном отношении может найти свое разрешение. Уважаемые участники круглого стола, хотел бы еще раз подчеркнуть, что впереди очень важное событие. Это созыв собрания православного народа Абхазии. В этом собрании мы должны грамотно и правильно, в соответствии с церковными канонами, в том числе, добиваться своей цели. Провозгласить те идеи, которые будут нас приближать к нашей цели. Наша цель сегодня – это возрождение церкви. Такие слова, как признание, такие слова, как объявление, это слишком, так скажем, рано говорить об этом. Сегодня мы должны правильно вместе все обозначить одно. Мы восстанавливаем нашу церковь. И для этого восстановления мы должны использовать правильные канонические пути. Да, Священная Митрополия Абхазии высказывается о том, что мы должны обратиться к первой среди поместных православных церквей Вселенской Патриархии. Но при этом мы просим все остальные поместные православные церкви, и в первую очередь Святейшую Русскую Православную Церковь, проявить свою помощь в этом процессе. Но не без участия первой среди всех поместных православных церквей Константинопольской Патриархии. Благодарю вас за внимание. И табук да разан